Надежда Юрьевна Венедиктова родилась в 1952 году в Новгороде, с 1,5 лет живет в Абхазии. В 1976 году окончила Московский государственный институт культуры, работала главным библиографом Республиканской библиотеки Абхазии, начальником аналитического отдела Министерства информации и печати, главным редактором альманаха «Литературная Абхазия», главным редактором журнала «Гражданское общество». В настоящее время обозреватель общественной телестудии «Асарья» и литературный редактор альманаха «Южный Кавказ». Автор стихотворных сборников «Комплимент оружия сильных» и «Тоска по совершенству», а также прозаических книг «Цезарь и Венедиктова» и «Суккумский отшельник». Печатается в московском журнале «Знамя» и донецком альманахе «Дикое поле». Очень много говорят об отношении к художественной литературе. В основном ставится вопрос, нужна ли художественная литература и зачем нужна художественная литература. Скажите, эта постановка вопроса актуальна для всего мира в целом или для кого-то в особенности? Ну, я думаю, что, наверное, для всего мира она тоже актуальна, потому что высокая литература стала слишком сложной и требует слишком много усилий для того, чтобы постигать ее. Тем более, что у современного человека остается все меньше времени. Вот. Но в то же время и то, что мы находимся на переломном этапе своей истории, тоже, конечно, сыграло роль, потому что на всем постсоветском пространстве, когда нужно было выживать, и выживать в очень жестких условиях, конечно, практические вопросы вышли на первый план. И такое создалось впечатление, что как бы художественная литература ушла куда-то на задний план. С определенным недоверием многие читатели относятся к современной литературе художественной, 80-х годов, 90-х годов и литературы наших дней, скажем так. Скажите, о чем пишут, кто пишет, какие книги пишут, что за литература? Ну, сказать, что я, предположим, хорошо знаю современную русскую литературу, я не могу. Все-таки мы достаточно оторванные. Мои попытки читать очень известных современных российских авторов не принесли мне удовольствия. То есть Сорокина я читать не могу, это пластик в моем восприятии, как будто я пластик жую. Ну, Пелевин чуть получше, но опять это тоже не... Я так подозреваю, что настоящие авторы, как всегда, еще неизвестны. Они обычно становятся известны следующим поколением. Вот. А то, что находится на поверхности, это откровенная конъюнктура. Вот тот же Сорокин, он не скрываясь, говорит, что вот в тот период требовалась чернуха, я ее писал. Сейчас мне это уже не интересно, я, значит, пытаюсь писать как Чехов. То есть тут не идет речь о том, что автор хочет выразить какое-то свое специфическое мировоззрение. Он работает на публику, на деньги. Поэтому называть это литературой я бы не стала. Вы понимаете, вообще любое настоящее подлинное искусство, литература выходит к читателю с некоторым опозданием. Так же, как вот хорошая музыка. Проходит какой-то период, прежде чем читатель созревает для того уровня, который задал автор. Даже возьмем, предположим, Стендаля. Ну вот Бальзак был сразу востребован. Да. А Стендаль стал известен только через несколько десятилетий за то, как долго он был властителем дум. И сейчас, например, Пармскую обитель можно читать с удовольствием, а Бальзак читать уже невозможно. Вот, насколько я знаю, вот, скажем, тема великодушия. Ну, тем, конечно, полно. Но, да. Вот, скажем, да, мировой классики, в том числе русской классики, да, конечно, занимает очень большое место. Скажите, эта тема может быть актуальной сегодня для нашей современной литературы художественной? Я думаю, она всегда актуальна. Я, например, из своего жизненного опыта, уже не маленького, вынесла понимание того, что великодушие – это лучшая политика. Потому что это долгосрочная политика. Если люди знают, что ты великодушен всегда, они это учитывают. То есть у тебя определенная репутация. То есть великодушие – это надежность. Это умение соотносить свою выгоду с выгодой другого и не пытаться делать что-то за его счет. Вот такая долгосрочная позиция, такая личная политика,
Мне кажется, она всегда более выгодна. И я думаю, что литература... Просто, понимаете, литература сейчас более какие-то сложные проблемы исследует. Вот, ну, возьмем даже структурализм, да, во Франции, когда они вообще похоронили автора. Они считают, что долгое время это превалировала точка зрения, что автор – это просто продукт, значит, культурных явлений своего времени. А его индивидуальность не имеет никакого значения. То есть, слава богу, сейчас это уже как-то начинает, а то вообще смерть автора. Вот. То есть там свои сложные процессы, и вот просто сейчас говорить что-то, писать о великодушии и так далее, просто на другом уровне сейчас литература развивается. Ну и последний мой вопрос, вот это послевоенная наша действительность. Я знаю очень многих людей, которые выбросили книги, книжные полки, кто их там за бесценок продал, кто вообще выбросил на мусоросвалку. Но есть люди, которые, конечно, этого не сделали, скажем, да? Вот, скажем, у меня дома есть мировая классика. Не скажу, что это очень много, но в то же время немало. Вот, скажем, и Фолкнер есть, и Маркес есть, и Чехов есть, и так дальше. Я думаю, что аудитория, которая сегодня к вам придет, это в основном студенты, которые на самом деле пока еще не знают, что им нужно читать. Да, да, безусловно. Я думаю, что вы кое-что порекомендуете на лекции, да? Да. Скажите, через всю вот эту литературу, которая заполняет стены нашего дома, дети, мои, другие, чужие, должны пройти? Да, это определенные культурные ступени развития. Вот если их миновать, ну, человек не может стать полноценной личностью. Он, конечно, будет бегать с ноутбуком и ездить в красивой машине, но не будет человеком в высоком значении этого слова. Но вы человек публичный, наверное, спокойно идете на лекцию. Ну, относительно. Почему? Ну, всегда при встрече с незнакомой аудиторией, конечно, немножко волнуешься, это нормально. Добрый день, друзья! Свой новый сезон начинает передача «Кафедра. Лекции на абхазском телевидении». Гость нашей программы – писатель, журналист Надежда Юрьевна Венедиктова. Очень хорошо, что вы очень молодые и примерно раза в 3 моложе меня. Это позволит нам поиграть на разнице восприятий. Значит, тема моей лекции – для чего или зачем нужна художественная литература. Это несколько провокационная тема, и сам вопрос, вынесенный в заглавие, должен не только вас, но и меня сейчас спровоцировать, потому что это будет не совсем лекция, а скорее небольшое исследование, которое мы с вами проведем, чтобы понять, что это за странный феномен художественной литературы и почему она сопровождает человека и человечество на протяжении практически всей относительно сознательной истории его. Сейчас я не буду говорить о мифах и легендах, которые, так сказать, еще до такого настоящего этапа художественной литературы сопровождали еще племенную жизнь наших предков на всех материках. Уже тогда было понятно, да, что слово необходимо, чтобы консолидировать какую-то человеческую общность. Если бы слова не было, консолидация, солидарность были бы на каком-то примитивном уровне, как у животных. Но одно племя отличалось от другого, одна народность от другой, именно потому, что у них были разные словесные образы, разная словесная память. Вообще, если подумать, да, о художественной литературе, что такое? Подумаешь, там какие-то выдумки. Значит, казалось бы, да, это какой-то вымысел художественный, который нельзя там посчитать в деньгах. Вообще, какая от него польза, какая выгода, какая стоимость, никакой неприбавочной стоимости, ничего. Это как бы просто некий феномен, который иногда там
значит, в книгах реализуется материально. А так очень долго литература существовала в устном варианте. И вот почему она все это время существует, почему мы в ней нуждаемся, сейчас мы с вами попытаемся понять. Сейчас я вам зачту несколько строк, которые были написаны в VI веке до нашей эры. Древнегреческой поэтессой Сапфо. Я не все стихотворение, так сказать, примерно половинку. «Богу равным кажется мне по счастью человек, который так близко-близко пред тобой сидит. Твой звучащий нежно слушает голос и прелестный смех. У меня при этом перестало сразу бы сердце биться. Лишь тебя увижу, уж я не в силах вымолвить слово». А теперь давайте посмотрим. 2500 тысячелетия прошло с тех пор, как написаны эти слова. За это время рухнули, сначала образовались, а потом исчезли с лица земли многие государства, империи, целые народы, сжигались города, храмы, были бесконечные войны, человечество что-то забывало, что-то вспоминало. Но во всяком случае погибло очень много материальных предметов культуры. А это сохранилось. А ведь тогда не было еще таких библиотек, тогда, собственно, и письменности почти не было. В чем дело? Почему эти строчки оказались более выносливыми, более живучими, чем такие прекрасные творения, там, как храм Артемиды в Эфесе и так далее? То есть из 7 чудес света большая часть вообще исчезла, мы знаем только по воспоминаниям современников. А эти строчки остались и до сих пор работают. Правда же, вы же почувствовали какое-то эмоциональное волнение, когда я все это читала. Строчки работают, хотя прошло 2500 тысячелетия. Это колоссальный срок. Кто-нибудь может мне объяснить, вот попытаться, в чем дело? Почему эти строчки сохранились? Почему они до сих пор нас волнуют? Смелее. Это нематериально? Ну. Вы с ног на голову переворачиваете мое утверждение. Как раз нематериальное сохраняется хуже, чем материальное. Очень много рукописей исчезло. Исчезли фундаментальные труды древнегреческих ученых. А тут сохранилось от женщины, которая жила 2500 тысячелетия назад, где-то там, по-моему, 150-200 строк от нее. Тоже большая часть не сохранилась. Сохранились только лучшие лирические строчки. В чем дело? Вот. Кто смелый, кто скажет? Мне кажется, потому что эмоции, какие были раньше, и сейчас они очень похожи. И правильно, да. Да. Переживали, что да. сейчас, и поэтому ценно и остается. Правильно. То есть оказалось, что эмоция для, во всяком случае, чувствительной части человечества, не все чувствительны к поэзии, прямо скажем. Вот эмоция оказалась важнее, чем империи, чем чудесные храмы. Простая человеческая эмоция, но не сама по себе, а хорошо выраженная словами. То есть мы с вами можем констатировать, даже вот на одном этом примере, что эмоция, отраженная, хорошо отраженная словом, пронзительно воздействует на человеческий мозг. Так воздействует, что сохраняется. Запомним это сейчас. Приведу еще один широко известный пример того, как эмоция, выраженная уже в прозе, тоже оказала колоссальное воздействие. Вы, наверное, все слышали, что в Европе, это рубеж примерно 18-19 века, когда вышел юношеский роман Гёте «Страдания молодого Вертера», где герой кончает жизнь самоубийством из-за того, что девушка, которую он любит, отдана другому, и по всей Европе прокатились самоубийства. Юноши впечатлительные, читая с рыданиями эту книгу, кончали с собой, настолько эмоции были переданы правдиво, достоверно и захватывали их.
Казалось бы, потому что это довольно небольшая книжка. Сейчас, когда ее читаешь, когда литература, в общем-то, в художественном отношении ушла далеко вперед, конечно, такого воздействия уже нет. Я ее читала примерно в вашем возрасте, ну, конечно, немножко там порыдала, но, во всяком случае, никаких таких последствий в наше время от этой книги нет. Но тогда это было, потому что это было новое ощущение. Ощущение того, что чувство самоценно, что оно выше условностей, выше принятых в обществе традиций. То есть автор дал что-то новое своему поколению. Причем тут такой парадокс, хорошо тоже это запомните. Гёте написал это и освободился. Он тоже был в ужасном состоянии, когда это писал, ему было больно. Но он написал и освободился. А вещь ушла в самостоятельное плавание и заставила покончить с собой достаточно многих. То есть слово имеет и самостоятельную ценность. Уже вне воли автора оно оказывает влияние. Вот очень важна у художественной литературы эта способность находить что-то новое, потому что, ну, безусловно, человеческие чувства развиваются. Они становятся более утонченными, более глубокими, более разнообразными. И когда поэт ухватывает что-то это новое, особенно в какой-нибудь чеканной строчке, это становится для современников откровением. Я не знаю, все ли вы слышали о древнеримском поэте Валерии Катуле. На эту тему есть прекрасный роман «Мартовские иды» Торнтона Уайльдера. Кто любит читать, запишите, вы получите большое удовольствие. Торнтон Уайльдер, «Мартовские иды». Прекрасная такая чеканная вещь. И вы как раз получите не только художественное удовольствие, но и обогатитесь такими основными знаниями об эпохе первого века до нашей эры. Катул был современником Цезаря. Ну, кто такой Цезарь, я думаю, вы все знаете. Вот. Так вот, Цезарь, занятый большим количеством дел, не только тем, как он шел к власти, это был не только властолюбец, но и очень организованный и деятельный человек. Он осушал болото, проводил дороги, там, такой хороший был хозяйственник. Несмотря на то, что был очень занят, он знал практически все стихи Катула, потому что человек был чувствителен к художественному слову. То есть даже для политика та новизна любовного ощущения, которое давал Катул своим современникам, была значима. У Катула есть знаменитое двустишие, которое было откровением для современников. «И ненавижу ее, и люблю я. Почему же ты спросишь? Не знаю, но так чувствую я и томлюсь». Впервые в мировой литературе в одном чувстве было соединено и любовь, и ненависть. И поэт еще не понимал, как это, так сказать, понимание этого пришло позже, когда сейчас мы после психоанализа и всего прочего знаем, что любое чувство практически амбивалентно, то есть сочетает в себе противоположные качества и стремления. А тогда это было откровение, многие охнули, а ведь я чувствую это тоже. Вот я люблю ее страстно, но моментами я ее ненавижу. И точно так же в женском варианте. То есть литература помогает человеку осознать его собственные глубины и вот эти внутренние движения, которые невидимы не только постороннему глазу, но зачастую непонятные нам самим. То есть она помогает человеку как бы выйти за собственные пределы, впитать чужой опыт, и в то же время дает ему понимание, что другие люди тоже могут глубоко ощущать. Вот вы сейчас находитесь в возрасте, который замечателен тем, что он дает ощущение почти безграничных возможностей, почти бесконечного времени.
Но этот возраст, вот в силу того вот этого мощного внутреннего потока и той энергии, с которой вы сейчас познаете, он приглушает у вас, так мне кажется, возможно, я ошибаюсь, ощущение, что другие люди точно такие же большие миры. Это приходит попозже. Вот не зря же есть такая народная мудрость, что в молодости человек любит любовь, а в зрелости он любит другого человека. То есть в молодости ты любишь то волнение, которое тебя охватывает, когда ты влюбляешься. Можно влюбляться много раз и каждый раз это испытывать, пока ты не начинаешь привыкать к этому чувству. И когда вот это уходит, ты уже видишь другого человека. Ты понимаешь его глубину, его зрелость, его достоинства, его недостатки. И ты уже начинаешь реально его воспринимать. И твоя любовь становится зрелой. Она менее пылкая, но она уже зрелая, и она... как бы в ней больше ответственности, больше принятия другого и уважения к его самости. Вот это вот свойство литературы – воспитывать чувства и давать какие-то образцы для внутреннего мира человека – сопровождает человеческую историю все время. Ну, когда вы будете изучать историю, вы там узнаете, что, так сказать, там ваганты, вот эти бродячие поэты в Европе, там 12, 13, 14 век. Потом уже такие крупные авторы, как Данте, Петрарка и так далее. Их собственные переживания, если бы они не были выражены в слове, они были бы никому неизвестны. Но поскольку это люди сумели вот хорошо организованным словом передать всю глубину своих чувств, они помогли другим людям осознать глубину и значимость их собственных переживаний. То есть все время повышалась культура чувства, его глубина и способность видеть другого человека. Это касается не только любовных переживаний. Вот, например, большую роль для русского самосознания сыграл Пушкин, который проговаривал ощущения, которые до него практически не озвучивались. Ну, например, вот его знаменитые строчки «Мне грустно и легко, печаль моя светла». То есть до этого никто не говорил, что печаль может быть светлой. Ну, печаль – это что-то такое тяжелое, тягостное. А вот он сказал, что печаль моя светла, и люди увидели, что да, действительно, печаль может быть легкой, элегической, светлой, что от нее тоже можно получать какое-то удовольствие. То есть сразу грани восприятия раздвинулись. И, предположим, какой-нибудь человек где-нибудь в глухом городе, захолустном, читая эти строчки, понимал, что да, он может чувствовать, как Пушкин. И это было замечательно, вот понимаете, вот это родство человеческих душ, родство человеческого восприятия как бы раздвигалось и становилось наглядным. Пушкину вообще мы обязаны очень многим, потому что помимо того, что он был шалун, очень веселый человек, любил наслаждение, развлечения, у него был очень четко выверенный нравственный пульс. Вот эти строчки «Я вас любил так пламенно, так нежно, как дай вам Бог, любимой, быть другим». Это была школа личного великодушия, личного мужского великодушия. Потому что до этого преобладало такое гусарское отношение к женщине. Если это женщина, она моя. Вот я ухожу, это моя. И вдруг совершенно раз ситуация поменялась из-за великодушия поэта. «Когда и вам Бог, любимой, быть другим». То есть это был такой урок великодушия, который создал целое поколение.
вот сейчас по всему миру проводятся культурологические исследования, да, как вот что-то влияет на какое-то чувство и так далее. Я недавно читала рецензию на только что вышедшую в Лондоне книгу «Влюбленные англичане». Автор, дама, значит, исследовала, как изменялись любовные чувства англичан, начиная с 30-х годов прошлого века и примерно до конца 20 века. Вот очень жалко, что никто, возможно, это очень сложно сделать, не исследовал, какое влияние оказали вот эти две строчки Пушкина на самосознание вот его поколения и на последующих. Потому что измерить вот это влияние очень сложно. Выговаривать такие вещи на публику, большинство людей не хочет этого делать и часто не умеет. Поэтому мы не можем судить о том, как это отозвалось. Но то, что это отозвалось, я знаю от многих людей, даже и второй половины 20 века, когда эта строчка продолжала работать и оказывать влияние. То есть тут мы можем сделать какой вывод, да? Что когда есть чеканная словесная форма какого-то чувства, какого-то помысла, какой-то мысли, то она становится частью вашего собственного мира. Я недавно разговаривала с Гулей Кичба, меня попросили написать статью о том, как она, снимает траур с матерей погибших во время нашей войны. И во время разговора она рассказывала, как она там в филармонии, совершенно неожиданно для себя, она очень эмоционально открытый человек, со словами Дмитрия Гулия «Героев не оплакивают», сняла траур с первой женщины в 96 году. Мы уже потом расстались, и я человек вербально чувствительный, для меня фраза это очень существенно, может жить во мне там полгода и так далее. И вот эти слова «героев не оплакивают» вот как-то застряла уже где-то 5-6 дней, потому что она очень емко отражает действительно вот эту ситуацию, когда молодой человек погиб за родину. И, конечно, его близким очень больно, что говорить. Молодой человек исчез. Исчезла его потенциальная жизнь. Исчезла надежды, которые на него возлагали родные. Исчезла возможность видеть его каждый день, ласкать его, воспитывать. Но то, что он сделал, то, что он сознательно пожертвовал своей жизнью, ставит его смерть в другое измерение, переводит, где действительно этот высокий порыв нельзя оплакивать, потому что он вызывает такое уважение, что слезы высыхают. Вот посмотрите, сколько слов мне пришлось сказать для того, чтобы объяснить вот эти 2,5 слова. Героев не оплакивают. Вот что значит чеканная форма, которая так вот раз, и вот это вот сжала все эти слова в очень емкое понятие. И поэтому такие фразы остаются, и поэтому они влияют на ситуацию. Гулия написал ее, наверное, где-то полвека назад, но эти слова всплыли в Гуле Кичба в тот момент. Они определили ее поведение, ее порыв, и он был так силен, что вот там весь зал, 96-й год, черный цвет преобладал у нас в стране. Вы этого не знаете в силу возраста, но это были годы преобладания черного цвета. И в зале, мне даже понравилось, Гуля так сказала, что зал был черен, как черный квадрат Малевича. Я, честно говоря, не ожидала такой ассоциации от Гули. В первых рядах сидели матери погибших, всех в черном. И они, захваченные этими словами и порывом Гули, тоже стали снимать с себя траур. Вот если бы этих слов не было, понимаете, она не могла бы вот этот порыв передать. Вот что значит воздействие такой емкой, чеканной формулы на человеческое сознание. То есть мы можем говорить о том, что без того человеческого опыта, который зафиксирован в художественной литературе у всех народов,
Без него общество не могло бы развиваться, потому что все-таки в начале техники, науки все-таки лежит человеческая личность. И без ее развития все успехи могут просто, как бы так сказать, надломить эту личность. Если не будет вот этого человеческого обеспечения, вся материальная культура может быть употреблена в черную сторону, на завоевательные войны и так далее, что мы, собственно, и видим по всей истории человечества. Еще мне хотелось бы обратить ваше внимание на то, что художественная литература не только отражает национальное самосознание каждого народа, она его фиксирует и оказывает влияние на дальнейшее развитие. То есть взаимовлияние происходит. Даже человеку, который, в общем-то, не филолог, невозможно спутать, предположим, текст латиноамериканской литературы 60-х годов прошлого века с каким-нибудь японским текстом. Это настолько разные страсти, художественные приемы и так далее. То есть художественная литература помогает народу осознать себя, не только отдельному человеку, но и народу, ощутить общность и свою особость. Вот, например, Япония, это же очень своеобразная цивилизация, очень не похожая на другие. Очень чувствительна к слову. В Японии 90 тысяч поэтических кружков любительских. Представьте себе, это колоссальная цифра, 90 тысяч любительских поэтических кружков по всей стране. И такие взрослые люди, занятые совершенно там бизнесом, сказать, административной какой-то деятельностью, они несколько раз в неделю встречаются с другими любителями поэзии, показывают то, что они написали, и все это каллиграфически изображается в иероглифах. То есть в Японии, может быть, в силу того, что страна многие века была изолирована морским пространством, и там все эти землетрясения, и у них особое ощущение хрупкости жизни. Возможно, это оказало влияние, что вот они так чувствительны к поэтическому слову, и это не считается как бы чем-то каким-то вот женским делом, несерьезным. Я помню, я была шокирована в прошлом году, когда, значит, вышли сразу 2 поэтических сборника у наших политических деятелей. Значит, первый вышел поэтический сборник нашего министра иностранных дел Вячеслава Чирикова, и сразу после него, значит, были переизданы стихи Станислава Лакоба. И оба они как-то в частной беседе мне пожаловались, что многие чиновники как-то отнеслись к этому, сказали, что вы ерундой занимаетесь, зачем вы вообще все это издаете и так далее. Ну, это только, так сказать, отсутствие показателя какой-то глубокой внутренней культуры этих чиновников. И наоборот, показатель внутреннего богатства министра иностранных дел и секретаря Совбеза, что они, так сказать, это их юношеские, в общем-то, опыты. Ну, достаточно зрелые, но для них, в них это продолжает жизнь. И они сочли нужным это переиздать, чтобы показать, что они не только сухие чиновники, что они такие же полноценно чувствующие живые люди, как, так сказать, положено быть нормальным людям. Ну, мы с вами живем в эпоху преобладания кино. И я иногда полемизирую с любителями кино, хотя я сама тоже люблю кино, по следующему поводу. Значит, я считаю, что текст, хорошо организованный художественный текст, дает человеку большую свободу, чем кино. То есть читатель имеет больше свободы, чем зритель. Я заостряю ваше внимание на это. Почему? Потому что картинка очень многое нам навязывает. Вот представьте, да, вот роман Анна Каренина много раз экранизировался, и в том числе не только в России, там в Голливуде и так далее.
Значит, я первый раз прочла Анну Каренину в 5 классе. Вот с тех пор у меня свой образ Анны Карениной. Это там хоть тресни, никакие кино не в состоянии его выбить, никакие актрисы, неважно, там очень хорошо не играют или не очень. Потому что текст дал мне свободу представить свою Анну Каренину, свои отношения. То есть текст позволяет читателю, дает ему максимум свободы для того, чтобы представить свой вариант этого сюжета, свой вариант внешности, той неуловимой изюминки, которая есть у каждого человека. А кино, предположим, оно ему сразу навязывает. Вот это такой Вронский, такая Анна Каренина и так далее. И, значит, как бы убивает какую-то часть очарования, какую-то часть свободы, которая есть у читателя. Может быть, у кого-то из вас есть еще какое-то представление о том, для чего нужна художественная литература, я бы с удовольствием послушала. Или не нужна. Я вот сужу по улыбке своей приятельницы, это Елена Владимировна Борейша-Покорская, старший научный сотрудник Института культурологии Московского, кандидат искусствоведения. Там какой-то очевидный, очередной ехидный вопрос в мой адрес. Абсолютно справедливо все, что вы говорили по поводу исторической ретроспективы. Да, художественная литература и шире словесная культура – это вечная школа воспитания чувств, это вечная школа духовного самосознания, в которой мы остаемся на протяжении всей жизни. Все так. И даже еще шире можно сказать, что все богатство художественной литературы создает в целом некий интеллектуальный мир, который в известной мере образует некую целостность, и который в какой-то степени возвышается над нашей реальностью. Но если мы перейдем к практике нашего существования сегодня, то давайте согласимся, что мы живем в очень прагматичную, я бы сказала, даже узкопрактическую эпоху, которую не зря называют обществом массового потребления. Мы все живем под все более усиливающейся лавиной информации, когда на нас обрушивается огромное количество конкретных фактов. Мы живем под все более усиливающейся властью практических ценностей, когда, да, конечно же, мы читаем книги, но у нас все меньше остается на это времени и сил. И все больше мы занимаемся тем, что нам нужны знания прагматические, узкоспециальные, учебники по стратегическому менеджменту, экономике и прочим вещам, и что с течением времени у нас все меньше остается сил на то, чтобы возвращаться в эту нашу вечную духовную школу. Как вы считаете, не уходим ли мы к такой ситуации, когда художественная литература и духовная культура в целом остается очень узким островком, абсолютно обособленной башней слоновой кости? Ну, честно говоря, это, в общем, такие вечные слезы, которые появляются в каждую эпоху переломную. Мы, поскольку с вами тоже живем в переломную эпоху, Советский Союз рухнул, рухнула идеология, социалистическая система, у нас была война и так далее. Пусть Абхазии досталось больше, чем многим республикам бывшего Советского Союза. Есть ощущение того, которое бывает в каждую переломную эпоху. Я это могу доказать. Когда практическое кажется более важным, потому что нужно выживать. Очень интересный пример был, значит, в 2000 году. Маурица Дженкинс, это жена британского посла, это супружеская пара, которая очень хорошо относится к Абхазии, много для нас сделала, попросила меня устроить своего сына, он тогда учился в Лондонском университете на юридическом, в Москву, в какую-нибудь газету на практику. Я тогда работала в Центре экстремальной журналистики и попросила, чтобы его там пристроили на 2 месяца на практику. Вернулся он в Лондон, мать его спрашивает, как там? Он говорит, боже мой, это, говорит, такая бездуховность. Молодые журналисты говорят только о деньгах.
Это, говорит, англичанин. Это мы говорим, что Запад бездуховен, а у нас духовность и так далее. Правильно, потому что это был 2000 год. Все тоже продолжали выживать. И вот эта вот практическая возня, она вышла на первый план. На самом деле, я должна сказать, что если брать вот современных авторов, ну, высокого уровня, не массовую культуру, не детективы и так далее, а там нобелевских лауреатов, то их амбиции только возрастают в наше время. Значит, я специально вот наконец отложила цитату из нобелевского лауреата Иосифа Бродского, чтобы показать вам уровень амбиций поэта по отношению к обществу. Это написано в 1987 году, и Бродский, безусловно, продолжал полемизировать с советской системой, которая сначала его там арестовала, судила, сослала, потом вообще выкинула из СССР, и ему пришлось осесть в Америке. Мы должны говорить, потому что должно настаивать на том, что литература есть величайший, безусловно, более великий, чем любое вероучение, учитель человеческой тонкости. И вмешиваясь в естественное существование литературы и мешая людям постигать ее уроки, общество снижает свой потенциал, замедляет ход эволюции и в конечном счете, возможно, подвергает опасности свое собственное устройство. Это очень высокая заявка на значимость литературы. Я не исключаю истинности этого утверждения, хотя, конечно, она очень амбициозная. И еще одна амбиция современных авторов, которые пишут очень сложные тексты, состоит в том, что они уже говорят о том, что на бумаге можно достичь, это тоже цитата из Бродского, на бумаге можно достичь большей степени лиризма, чем на простынях спальни. Я, может быть, немножко вас шокировала этой цитатой, но это отражает современное состояние высокой поэзии, когда стихотворение передает такой накал чувств, который очень редко возможен уже в реальности. То есть литература переходит в какую-то новую стадию, куда за ней, да, наверное, могут последовать не все. И это тоже как бы вызов времени. На самом деле жизнь очень усложняется. Да? Вот вы видите, какие возможности, предположим, у вашего поколения уже с интернетом, да, с этими блогами. То есть любой каждый день может высказать свое мнение, и оно широко расходится. Чтобы показать вам контраст. 30 лет назад, может быть, даже чуть больше, я 2 дня стояла в очереди в московском магазине, чтобы купить пишущую машинку югославскую, которая тогда считалась списком технических достижений. 2 суток стояла. И когда я ее купила, я такая счастливая, несла ее домой. Ну, потом, через 15 лет, я, конечно, выкинула к черту это, потому что, да, вот. Но, представляете, это тик-тик, это даже не электрическое, тик-тик, потом эти бесконечные ленты, которые засыхают, пересыхают. Вообще нельзя сравнить, насколько техника ушла вперед. И это дает такие возможности, которые, кстати, часто ставят людей в ложное положение. Потому что для того, чтобы публично излагать свое мнение, нужно все-таки кое-что знать, кое-что уметь и уметь оценивать себя со стороны. Понимаете, и свое произведение тоже. Потому что в том упоении, в каком многие авторы отрываются в интернете, это упоение часто ставит их в смешное положение. Если у нас еще осталось время, Ир, я могу зачитать еще несколько цитат из Бродского о любовном стихотворении, чтобы молодые люди, для которых это очень актуально, поняли, насколько вообще высокие авторы уже пытаются реальность поставить ниже их собственного творчества. Стихотворение о любви не настаивает на реальности его автора и редко пользуется местоимением «я». Оно о том, чем поэт не является, о том, что он воспринимает как отличное от себя. Если это зеркало, то это маленькое зеркало
и расположено оно слишком далеко. Чтобы узнать себя в нем, помимо смирения требуется лупа, чья разрешающая способность не позволяет отличить наблюдение от зачарованности. Вы чувствуете, как человек заворачивает? Темой стихотворения о любви может быть практически все, что угодно. Черты девушки, лента в ее волосах, пейзаж за ее домом, бег облаков, звездное небо, некий неодушевленный предмет. Оно, это любовное стихотворение, может не иметь ничего общего с девушкой. Оно может описывать разговор двух или более мифических персонажей, увядший букет, снег на железнодорожной платформе. Однако читатели будут знать, что они читают стихотворение, внушенное любовью, благодаря интенсивности внимания, уделяемого той или иной детали мироздания. Вы чувствуете, как высоко подняли планку любовного ощущения современные сложные поэты. То есть, если, да, там, предположим, в средние века, там, вы, наверное, читали, там, вот она такая, она красавица, у нее губки, как, там, это, значит, глазки, как звезды, кожа белая, как снег, там, волосы шикарные. Тут ничего подобного. Я однажды, где-то в конце 90-х годов, делала доклад о любовной лирике Бродского. Должна сказать, что мои слушатели были шокированы, потому что никакого цельного образа Марии Басмановой, которые были посвящены эти стихи, у них не возникло, что подтверждает его более поздние высказывания о любовном стихотворении. То есть литература художественная, и в частности поэзия, уже уходит так далеко, что сложно сейчас представить вообще, чем это кончится. Я не исключаю, что когда она забурится так высоко, что вообще понять это будет сложно на самом деле. Вот, например, мой любимый автор Роберт Музель, которого, предположим, Томас Манн, Бродский и так далее, я в том числе считают самым крупным прозаиком всей мировой литературы. О нем никто ничего не знает. Потому что это настолько сложные тексты. В общем, нужно читать так тихо, медленно и вдумываясь практически на каждой фразе. Что, в общем, современный человек очень редко может себе позволить. Вы, наверное, знаете, да, вот бизнесмена нашего Беслана Будба. Значит, когда-то мы с ним в составе абхазской делегации были в Гамбурге. Что-то он меня спросил, у него такие есть, он хотя и технарь, там, строитель и так далее, он любит, значит, всякие гуманитарные студии. Он спросил меня, кто мой любимый писатель, я сказала. Он записал название романа «Человек без свойств». Потом время от времени, это 10 лет прошло с тех пор, мы встречаемся, и он мне иногда говорит, я пытался читать этого вашего музея, что мне как-то не пошло. Вдруг 3 месяца назад он мне звонит и говорит, а вы знаете, я прочел, я болел 2 недели, и я лежал и добросовестно читал, и я признаю вашу правоту. Человеку понадобилось, понимаете, заболеть и на 2 недели быть выключенным отдел, чтобы прочесть одну из самых глубоких книг мировой литературы. Что, в общем, в какой-то мере отвечает на вопрос Елены Владимировны, что да, времени для высокой литературы у современного человека остается все меньше, и это печально, потому что если развитие техники будет продолжаться такими темпами, а это безусловно, то разрыв между человеческим самосознанием и тем, как мы используем эту технику, будет возрастать. И неизвестно, чем это кончится. Но чтобы закончить на оптимистической ноте, сейчас вам скажу, что 2 года назад я вычитала в газете «Нью-Йорк Таймс» какого-то из одного ее постоянных авторов, что когда начался англоязычный интернет, говорит, такую чушь все писали. А сейчас, говорит, за 15 лет так вырос уровень. То есть интернет тоже совершенствуется. Поэтому не будем терять надежды. Возможно, интернет позволит читателю тоже вырасти на собственных ошибках в том числе. Ибо когда ты видишь свой текст со стороны, ты все-таки хоть как-то пытаешься его оценить хотя бы со временем. Спасибо.
Вот меня как историка волнует такой вопрос. Вот многие древние летописи, они вот более похожи на художественные произведения. Как нам отличить художественное произведение от исторического произведения? Порой вот рамки хотел бы узнать, или какие-нибудь характеристики их художественные произведения Средневековья, например, Кавказ. Да. Я начну немножко со стороны. Вы, наверное, как историк слышали о том, что существует трехтомник известного швейцарского историка Андре Бонара «Древнегреческая цивилизация». Если вы не читали, я вам рекомендую. Это блестящий труд. Андре Бонар, 2Н. В интернете есть трехтомник о Древней Греции. Кстати, возвращаясь к Сапфо, значит, в этом блестящем исследовании, написанном буквально с умной страстью. Страсть не так часто бывает умной. Вот там это как раз тот случай. Блестящий слог, глубокое чувство. Значит, там по главам идет, предположим, достижения древних греков науки, техники, здравоохранения, образования и так далее. Самая вдохновенная глава посвящена Сапфо и ее строчкам. То есть все-таки опять поэзия оказалась на первом месте. Хорошая поэзия, да. Вот этот труд написан так, что почти любой художественный роман отдыхает. Понимаете, отдыхает. Потому что страсть Бонара, его любовь, его глубокое знание предмета, его владение словом превратили научные исследования просто в бестселлер. Это написано, по-моему, в 30-х годах прошлого века. До сих пор считается просто с колоссальным наслаждением. Поэтому говорить о том, что есть жесткая, резкая грань между, предположим, летописями и художественными текстами, мы не имеем права. Все зависит от способности автора. И сейчас есть исследования научные, которые написаны прекрасным литературным языком. А есть написанные нудным, таким каким-то якобы научным, партийным языком, который читать невозможно. Все упирается в индивидуальность автора. Литература, она, знаете, вот как катализатор, она проявляет. То есть вообще письменный текст, ну да и устный текст, то есть любой организованный текст тут же проявляет индивидуальность автора. И спрятаться за текстом невозможно. Зрители, слушатели сразу чувствуют вашу обеспеченность, так сказать, научную, художественную и так далее. Можно сказать еще более резко. Текст раздевает человека и показывает, чего он стоит на самом деле. Вот. Вообще слово – это очень опасная такая вещь. Если ты им не владеешь, оно может тебя уничтожить. Может просто выставить тебя на смех. Поэтому со словом нужно обращаться осторожно. Это очень грозное оружие. Вспомним, да, там Грибоедова «Злые языки страшнее пистолета», потому что слово так близко подходит к нашему мозгу, оно настолько глубоко связано с деятельностью мозга, с его глубинами, что оно оказывает просто потрясающее воздействие на него. А средневековые летописи отличаются большей художественностью, потому что очень часто летописцы свое личное отношение к этому проговаривают. Сейчас, предположим, научные труды пишутся все-таки по-другому. Люди пытаются как-то объективироваться от того, что они пишут, чтобы быть более объективными, более бесстрастными. У меня, например, вот тут книга «Война и они» – это сборник статей немецких авторов о Второй мировой войне. Очень интересно. И, конечно, это не художественная вещь. Не все статьи равноценны. Но это научные исследования исторического предмета. И благодаря тому, что они тоже достаточно неплохо написано. Вот, например, последняя статья Себастьяна Хафнера называется «Самоубийство Германской империи». Оцените название для научной статьи. «Самоубийство Германской империи». И он это блестяще тоже доказывает. Он не такой блестящий стилист, как Бонар, но он очень убедителен. И, несмотря на то, что это, безусловно, его личный взгляд на тему, он ее так аргументирует, свой взгляд, что выстраивается очень логичная схема. Для меня, например, было много нового в этой книге. Я хочу поинтересоваться, что вам более ближе, поэзия или проза? Хорошая поэзия и хорошая проза, они равноценны.
та сконцентрированность чувства и мысли, которая достигается в лучших образцах современной поэзии и прозы, ну, она равноценна практически. Понимаете, вот есть разница между плохими стихами и плохой прозой, потому что плохие стихи вообще читать невозможно. А плохую прозу можно прочесть иногда ради хотя бы информативности. Ну, не зря же говорят, да, что каждый человек может написать одну книгу, это историю своей жизни. Там может не быть художественных достоинств, но там есть какие-то интересные сюжетные линии и так далее. Вот я, например, когда читала книгу Мурада Ягана «Я пришел из-за гор Кавказа», вы в курсе, да, кто это такой? Значит, его дед во время махаджирства выехал в Турцию. И вот, значит, Мурад там вырос, это, то есть турецкий абхаз, который последние годы жил в Канаде. Это книга воспоминаний, это мемуары. Но она читается как хороший роман, потому что искренность и сила его жизненная настолько велики, что это читается практически как художественный текст. Я вам рекомендую. И, кстати, вот история жизни абхаза, который попал туда ребенком, он из аристократического рода. Его воспитывали еще по старинным образцам, а потом выкинули в современную турецкую жизнь, довольно жесткую. Это очень интересный человеческий документ, я уже 2 или 3 раза перечитывала. И, в общем-то, она не уступает никакому хорошему роману. Как-то спросила у Алексея Гогова, известного писателя, почему, предположим, я никогда не слышала, кроме только в книге у Ягана прочла, что, оказывается, было такое древнее воинское искусство абхазов, когда, значит, правителей, будущих правителей воспитывали не только умственно, но и физически. И вот, например, его, Мурада, заставляли силой, значит, погружать пальцы в глину. У него сошли сначала ногти. Вы представляете, что это за боль такая? Вот. Зато потом руки стали настолько, что он мог и вырвать внутренности у человека. То есть его готовили к роли правителя, но не случилось, поскольку он жил в Турции. Вот. И Алексей Гогол мне говорит, тоже очень интересно ответил, что, видимо, говорит, вот эта культура подготовки правителей, абхазских аристократов, говорит, видимо, была вывезена вся в Турцию, потому что мы, говорит, в общем, об этом, говорит, большинство писателей пришло не из городской культуры, а из деревни, мы об этом ничего не знаем. То есть вот эта книга ценна хотя бы тем, уже не говоря о других ее достоинствах, что там сохранился какой-то очень интересный, своеобразный, значит, кусок такой более старой абхазской жизни. То есть чтение как культура – это очень мощный инструмент самопознания и самовоспитания. И если человек его потеряет, ну, я думаю, оно плохо кончит просто. Не будет интересных людей. Будут марионетки за компьютером. В начале вашего разговора вы сказали, что можно любить много раз. Ну вот знаете, вот, я не согласна. Я сказала, влюбляться много раз. Но вот, да, влюбляться много раз. Но вы согласны вот с тем, что любить можно всего лишь один раз? И что это будет навсегда. Если даже это будет не тот человек, с кем ты будешь в будущем, это уже совсем не то, что было. Вы согласны с этим? Значит, ваш вопрос очень трогательный. На самом деле ведь между влюбленностью и любовью есть существенная разница. Значит, влюбленность – это такое приятное трепыхание чувств, это как бы тренинг для любви. Влюбляться можно бесконечно, что многие и делали, и делают, и это прекрасно. Вот, вы присматриваетесь к человеку. Я помню, где-то лет 30 назад было исследование в Московском университете причины разводов молодых браков. Значит, вот люди встретились, влюбились, тут же поженились, через 3 месяца развелись. В чем причина? Она говорит, он не туда кладет зубную щетку. Я не могу этого вынести. Я говорю, клади сюда, он кладет сюда. Вот. То есть, понимаете, это, конечно, люди не готовы к зрелому чувству в таком возрасте, это понятно.
Но они были влюблены, и это было прекрасное время в их жизни. Что касается любви, во-первых, не все к ней способны. Это точно. Любовь, большое настоящее чувство любви требует колоссальной внутренней работы, колоссальной. Думать, что вот она упала на вас сверху, и все, и вы гарантированы на большое чувство, это прекрасная иллюзия молодости. На самом деле, чтобы любить, нужно быть не только самоотверженным, не только все время бороться со своим эгоизмом, со своими страстями, не только умение видеть в партнере равного, свободного человека, которого нельзя подвергать мелочной опеке. Очень хорошо кто-то сказал о любви, я сейчас не помню, но звучит это так. Любовь – это не когда смотрят друг на друга, а когда двое смотрят в одну сторону. То есть, если все время смотреть друг на друга, воздух между вами очень быстро исчезает, и люди разбегаются. Или начинают мучить друг друга, как садисты. А вот когда люди смотрят в одну сторону, у них одни интересы, да? И они, предположим, параллельно развиваются. Ведь трагедия человеческой жизни еще и в чем? Что вы можете полюбить человека, а через 5 лет понять, что он развивается медленнее, чем вы, или совсем не развивается, и вам с ним неинтересно. И любовь уходит. Понимаете, вот жизнь прожить не поле перейти. И художественная литература об этом говорит все время. Что жизнь настолько разнообразная, и настолько надо быть все время готовым к неожиданностям, что рассчитывать на то, что вот и любовь – это что-то такое постоянное, неизменное, и в которой можно спрятаться, как в домик, и думать, что я люблю на всю жизнь, это иллюзия. Любовь – это колоссальная работа и ответственность. Ну, к этому надо готовиться. Это, в конце концов, достаточно достижимо. Хотя, повторяю, не все способны к этому чувству. Так же, как есть люди, которым вообще не дано ощущение счастья. Сейчас же проводится много исследований. Вот человек не способен чувствовать себя счастливым вообще ни при каких обстоятельствах. А другой наоборот. Ему всегда хорошо. Вы должны понимать, что вот художественная литература она показывает нам вот все это разнообразие типажей. Это только кажется снаружи, что люди все одинаковые, что они ходят на 2 ногах, смотрят 2 глазами, пищу кладут сюда и так далее. На самом деле между людьми колоссальная разница. Вот у меня к вам такой вопрос. Вот вы цитировали Алексея Гогу. Какого уровня писатель Алексей Гогу с вашей точки зрения? Алексей Гогу как бы промежуточное звено между старшим поколением абхазских писателей, которые не давали психологической глубины. Алексей Гогу первый, который начал прорабатывать психологическую глубину абхазского человека. И в этом смысле он, конечно, дал много нового. Вообще Алексей Гогу очень образованный человек. Когда он учился в Литинституте, он был знаком в Москве, он был знаком с Андреем Тарковским, дружил с одним испанским философом, сейчас не помню имя. И так вот, честно говоря, он один из немногих людей в Абхазии, с которым можно говорить о литературе на очень хорошем уровне. Надежда Юрьевна, я хотел бы знать ваше мнение о моем любимом писателе Теодоре Драйзере. Вы разрешите мне быть откровенной? Да. Я поклонник феноменологической литературы, то есть литературы, в которой не просто описывается внешняя жизнь персонажа и некоторые его чувствования. Значит, феноменология – это рефлексия сознания о собственных актах и о содержании в них. То есть я предпочитаю литературу очень сложную, текст, в котором в каждом абзаце есть прорыв метафизическое. Драйзер хороший писатель. Для своего времени он, безусловно, сделал очень много. Но просто сейчас, поскольку все устаревает, и хотя художественная литература устаревает не так быстро, как кинематограф, потому что кинематограф с потрясающей скоростью устаревает, тем не менее, вот сейчас, конечно, когда я тоже была помоложе, Драйзер нравился мне больше.
Сейчас, конечно, мне немножко скучновато это читать, но это хороший автор, через него надо пройти, его надо усвоить, так что вы на правильном пути. Вот у меня такой вопрос. В начале своей лекции вы прочитали нам очень известные фразы с VI века. Да. Как вы считаете, вот опять же через 16 веков будут ли люди ценить? Через 26 веков. Хорошо, пусть даже через 26. Останется же такая же ценность, или люди, или будущее поколение будут оставить акцент на чем-то другом? Знаете, честно говоря, сложно вам ответить, потому что, например, вот в культурном обиходе всего человечества есть поэмы Гомера, да, вот там, значит, Илиада, Улисс, и некоторые строчки из них, в общем, как бы живы, да, ну, все там знают, во всяком случае, филологи, что гнев, о богиня воспой, Ахиллеса Пелеева сына. Все, кроме этого, больше ничего. Ну и иногда более изощренные филологи говорят, что вот Гомер дал такое сравнение во время битвы героев, что кто-то нападал там со смелостью мухи, не льва, а мухи. Ну, действительно, для того времени это такое роскошное сравнение, говорящее о его наблюдательности. То есть их никто не читает, но на них все ссылаются. То есть как бы некоторые произведения, такие базовые произведения мировой литературы, они уже в каком-то ином качестве функционируют. Читать это, ну вот прочесть этот список кораблей, ну это с ума можно сойти, это может только специалист. Но в нашей культурной памяти, в нашем культурном ощущении эти поэмы живы. Живы уже как бы в качестве консервов, когда мы их так уже, сказать, уже до того замусолили, что читать невозможно. Вот, понимаете, вот очень интересная такая история произошла с «Мастером и Маргаритой» Булгакова, который просто сожрали. Значит, когда он появился, по-моему, в 69-м году, да, он был опубликован, в 68-м, да. Это был глоток свободы. Потому что нас там долбали какими-то этими советскими писателями, господи, прости вообще, которые даже сейчас вспомнить страшно, какие-то там хребты Саянские, какого-то Сергея Сартакова. Это катастрофа. И вдруг появилось это вот благоуханное произведение. Оно оказало такое влияние, что я даже знаю людей, которые женились на почве того, не создавали семьи на почве того, что они оба увлекаются Булгаковым смертельно. Потом, значит, в 2000 году я была в Будапеште на юбилейной конференции, посвященной 110-летию Булгакова. И там уже между собой булгаковеды говорили, да, вот сейчас «Мастер и Маргарита» стал романом для девятиклассников. Потому что его зачитали. И уже никакой свежести нету, понимаете, это вот парадоксальное такое явление, что любимое произведение уже зачитали до дырок, уже слушать, что рукописи не горят, это невозможно, уже начинаешь дергаться от того, как часто все это говорят. И произведение как почти исчезло. Еще эти бесконечные экранизации и так далее замусолили вещь, потому что она была слишком популярна. Вот. Так что говорите, может быть, когда-то будет, когда ее забудут, будет какое-то новое рождение. Не будем забывать, что Бах был забыт в течение 3 поколений. Даже более, в течение, по-моему, 2-3 веков. И вообще с современниками он рассматривался как посредственный композитор. А сейчас мы говорим, вообще его современников не помню. Поэтому, возможно, когда-нибудь «Мастер и Маргарита» как-то... Но такого уже не будет, потому что, в общем, роман простенький. По нынешним временам роман простенький. Но в юности читается на одном дыхании. Поэтический дар. Да. Да? Это, наверное, божественное, вот то, что человек получает. И интеллект. Вот их соотношение. Вот в наше время есть дар, но недостаточно интеллекта. В результате получается загубленный талант или что? Ну, это, в общем, обычная проблема, потому что, как выяснили психологи где-то лет 30-40 назад, что каждый большой дар – это совокупность многих более мелких способностей и талантов. И если не хватает каких-то, то дар не реализуется.
Потом, помимо природного дара, все-таки человеку должно повезти, он должен вырасти в определенной среде, чтобы какие-то базовые вещи уже знать к тому возрасту. Вот, например, возьмем того же Бродского. Я не уверена, что если бы его не познакомили с Ахматовой, которая сразу задала ему уровень, которая создала ему международную известность, и, так сказать, у него карьера резко пошла вверх, что это было бы такое блестящее явление, такой мощности. Он, безусловно, гениальный поэт. Но у него был необыкновенно удачный старт из-за того, что Геннадий Рейн вот познакомил его, ему было тогда где-то лет 16-17, и она ему сразу задала личностный уровень. Потому что встретить в юности мощного человека – это очень важно. Ты вот сразу понимаешь, что такое личностный уровень, и твои амбиции тоже становятся выше. Ты просто четко видишь, что это такое. Те ребята, которые сегодня первый раз пришли, да, вот на эту лекцию, на передачу, потому что это все-таки эфирный проект телевизионный, и все-таки, не постеснявшись, задали свой вопрос, я думаю, что это для вас уже большая победа. В следующий раз вы будете, конечно, смелее. Да. Лекция ваша называлась так: «Зачем нужна художественная литература?» Имеется и другая постановка вопроса. Нужна ли художественная литература? В чем разница, Надежда Юрьевна? Ну, второй вопрос, нужна ли, он более общий, более абстрактный, потому что то, что художественная литература, можно даже, так сказать, очень прямо ответить, что то, что художественная литература до сих пор не умерла, подтверждает факт, что она нужна. Я хотела сделать акцент на том, для чего она нужна, чтобы они поняли, что она нужна им конкретно для того, чтобы вырасти в полноценного мыслящего человека. Вы знаете, вот честно говоря, то удовольствие, которое получает человек много знающий, много мыслящий от жизни, ну, трудно сравнить с тем, кто мало знает, потому что ты постоянно, каждое мгновение оперируешь многими емкими понятиями, и в каждый конкретный момент они могут, как в калейдоскопе, складываться в разные комбинации, в разные ощущения, и ты все время кайфуешь. Вот, понимаете, в молодости, например, я была меланхолик. Не все время, ну так. Потом я поняла, в чем дело, почему. У меня было ощущение, что я живу не своей жизнью. Очень долго у меня было такое ощущение, все куда-то рвалось. Потом я поняла, мне просто было тесно в своих там сугубо таких рамках. Сейчас, когда я знаю очень много, прошу прощения за нескромность, вот, и свободно оперирую многими понятиями, я испытываю настоящее наслаждение жизнью, потому что я понимаю очень многие процессы, не все, конечно, безусловно. Поскольку я выросла в технической семье, там все технари, я один гуманитарный выродок, то и это тоже для меня как-то слегка приоткрыто, техническая часть. Какие-то вещи для меня родные, да. Вот. Ну, это я с иронией, конечно, потому что они... Аплодисментов нет, да? Потому что они-то, конечно, мои родственники думают, что я там не от мира сего и так далее, что там, ну, я могу починить телефон и утюг, но, значит, там что-то не могу. А я, конечно, думаю, что вот они там со своей техникой, мой отец был главным конструктором Сухумского физтеха, и там вот делал эти приборы связи для космических кораблей и атомных подводных лодок. А я, конечно, думаю, что он, при том, что он много чего очень читал, он считал, что он энциклопедист. Я-то знаю, как много он не понимает в гуманитарной сфере, как много... И есть вещи, которые я не могу им объяснить. То есть вот мы сидим друг против друга, он умный, образованный человек, но есть гуманитарные вещи, которые он не понимает. Так же, как я не понимаю, вот для меня, предположим, ток, это, да, я знаю, что это направленный поток электронов, но это чисто теоретическое, знаете, я не понимаю, как это все туда. Вот. Поэтому вот эта разница восприятия между технарем и гуманитарием, она моментами, я думаю, почти непрошибаема, к сожалению. Вот. Но она существует, и то, что вы все гуманитарии, в моем представлении, это прекрасно, потому что то, как гуманитарий кайфует, по-моему, технарь не в состоянии.
Но исключая, конечно, физиков, потому что физики, которые оперируют вот этими всякими процессами, запредельно непонятными для гуманитария, хотя иногда мне кажется, что я что-то просекаю, там, я думаю, тоже очень высокая степень наслаждения вот этими всеми процессами, всеми этими черными дырами, бозонами Хиггса, то есть бозонами Хиггса. Вот. Насколько я помню, это Искандер говорил, что глупость тоже часть человека, но еще большей частью человека является любовь, о которой вы сегодня говорили достаточно много, и это должно было, естественно, молодых спровоцировать на множество вопросов. Но в последнее время очень часто иронично это красивое слово и красивое чувство заменяют словом химия. Ваши отношения? Да, мне очень нравится, у меня есть ряд врачей, в друзьях, в приятелях, и они, вы можете себе представить, когда человек ежедневно видит больных людей, изуродованные тела, то у него специфический взгляд на жизнь. Это без вариантов, это я понимаю. И они, конечно, уверены, что это химия. И даже где-то лет 15 назад я читала в каком-то медицинском журнале, я часто мету все подряд, что попадается под руку, что да, любовь – это разновидность болезни. Что это как бы разновидность психической болезни, что в этот момент человек становится неуменяем. Приводились примеры достаточно убедительные, но действительно в состоянии страсти, в состоянии аффекта человек способен достаточно на многое. Но дело в том, что они просто путают, видимо, страсть с любовью, потому что зрелая любовь – это разумное чувство, способное к самоуправлению, к саморазвитию, то есть происходит обычная терминологическая путаница. Да, безусловно, человек в какой-то мере – это химические процессы, и спорить с этим невозможно. Недавно вот моей подруге делали операцию, и когда я видела, как она отходит от наркоза, было страшно, потому что какое-то количество лекарства выбивает человека из сознания. Это страшное зрелище. Вот. Но сказать, что мы просто химия и ничего больше, это просто убогость. Потому что человек тем и отличается от животного, что он способен создавать нематериальные ценности, которые и дают ему способность создать тот материальный мир культуры, который мы видим. То есть в человеке все неразрывно, и материальное, и духовное, но именно вот способность к духовному, которая не определяется химией. Позвольте вам напомнить слова апостола Павла о любви, да, у которой, что любовь долготерпит, милосердствует и так далее. Это знаменитые слова. Это одно из лучших определений любви вообще в мировой культуре за всю историю. И к химии это не имеет никакого отношения. А люди, которые думают, что это химия, просто мне их жалко. У них просто, значит, нет духовного опыта, потому что когда человек сам не любил, ему объяснить, что такое любовь, невозможно. Я пыталась. Это дохлый номер. Но я смотрела материалы интернет-опроса вот по этому же поводу. Конечно, мы понимаем, что в нашей ситуации реальность так складывается, что очень многих людей, особенно молодежи, ситуация загоняет, скажем, в офисы, люди в основном сидят в компьютерах, в интернете и так далее, поэтому мало времени остается для художественной литературы. Но зато много людей, которые понимают, как это важно не уйти от художественной литературы, а наоборот попытаться сделать все для того, чтобы молодежь выросла на художественной литературе. Один молодой человек, например, пишет так: конечно, что же за вопрос? Книги – это наше все. Мы ведь тупеем до уровня американцев. И, кстати, мы самая читающая нация в мире. Вот я, кстати, недавно в метро ездила в Москве, и я начала сравнивать свое время, когда я училась там, и вот сегодня, да, 80-е годы, и сегодня. Я помню, что в метро читали все, да, и сегодня тоже, кстати, все читали, но я думаю, что они интересно читают, потому что это не книжки, и в основном вот они в электронной версии что-то держат, и поэтому трудно сказать, кого они читают. Они читают Фолкнера, но я не знаю, Акунина или Донцову или кого, я не могу сказать. Я, поскольку тоже время от времени бываю, я, значит, как правило, смотрю. Должна сказать в оправдание молодежи, что очень часто читают просто учебники или какие-то специальные пособия. Вот молодые больше всего читают учебную литературу.
То есть они не тратят. А в РОС, вот. Так, конечно, но в метро серьезную литературу читать очень сложно. Все-таки там читать что-то легкое. Я, кстати, вот когда мы были в Вашингтоне, там такой облегченного типа метро, и, значит, смотрю, сидит дама такая все, ухоженная. Смотрю, она читает Донцову на русском языке. Ну, это, видимо, иммигрантка, да. Да, и так серьезно читает, с упоением. Спасибо вам большое. Я думаю, что это был настоящий урок литературы, высоких чувств, интеллигентности, раскованности, по-моему, я уже сказала, да, оригинальных мыслей, оригинальных взглядов, буквально мужественных позиций по многим вопросам литературы. Спасибо вам огромное. Я надеюсь, что слог, который имеет очень большую традицию, очень древнюю историю, большую историю, будет жить, и мы будем читать побольше, но читайте, конечно, не бульварные книги, а настоящую литературу, классику. Спасибо большое. Это была кафедра лекции на Абхазском телевидении.